Всем мира, друзья! В прошлом выпуске мы начали разговор о том, как власти с начала 17 века начали политику христианизации народов Поволжья и закончили на том, что в 1731 году была создана новокрещенская контора, которая была призвана придать этому процессу системность и масштаб. В 1738 году вместо Алексия Раивского руководителем новокрещенской конторы стал Дмитрий Сеченов. Начался новый, наиболее драматичный этап христианизации нерусских народов Российской империи, особенно татар-мусульман, который по времени составил всего 20 лет, с 1741 по 1761 годы. Этот этап в истории татарского народа неразрывно связан с именем Луки Конашевича, хотя он официально никогда новокрещенскую контору не возглавлял. Назначение Луки Конашевича в Казанскую епархию, начавшиеся кадровые изменения в новокрещенской конторе – это звенья одной цепи, направленные на переход на качественно новый этап христианизации иноверческих народов. С приходом новых руководителей метод убеждения в отношении мусульман и язычников постепенно вытесняется методом насилия. Сочетание предоставления разнообразных льгот новокрещенным методов убеждения и насилия иноверцев дало действительно выдающиеся результаты. Языческие народы Поволжья, за редким исключением, были крещены. Для решения этих главнейших проблем, которых было не столько малое количество новокрещенных, сколько их дальнейшее отпадание от новой религии, были организованы акты устрашения. В городе Екатеринбурге 20 июня 1738 года на костре сожжен новокрещенный татарин Тайгелда Жуляков за переход в ислам. Перед казнью был оглашен указ о том, что велено тебя, татарина Тайгельду, за то, что ты, крестясь веру греческого исповедания, принял таки магометанский закон, и не только что в богомерзкие преступления впал, но и яко пес за свои блевотины возвратился и клятвенное свое обещание, данное при крещении, презрел, чем Богу и законы его, праведному учинил великое препятствие и ругательство. На страх другим таковым, кои из магометанского переведены в христианскую веру, при собрании всех крещенных татар велено казнить смертью, сжечь. В 1740 году было принято решение о сожжении крещенного татарина Романа Исаева, который в Казанском уезде принял крещение и вместе с женой переселился в Уфимский уезд, обусурманился, находился при главном бунтовщике Кельмяке, в бою был взят в плен. В результате предыдущей миссионерской деятельности православной церкви к 40-м годам столетия Казанской губернии было крещено более 30 тысяч мусульман и языческих народов. Из них мусульман 16 227, черемис 12 026, чуваш 804, мордвы 693, ватиков 205, калмыков 104, всего 30 059 человек. Указ об отправлении архимандрита с некоторым числом священнослужителей в разные губернии для обучения новокрещенных христианскому закону о преимуществах новокрещенным дарованных от 11 сентября 1740 года, подписанный императрицей Анной Иоанной, стал программой массовой христианизации иноверческих народов Волго-Уральского региона. Реализация всех предусмотренных мер требовала значительных финансовых затрат со стороны государства. И эти расходы в размере 10 тысяч рублей были предусмотрены указом. Он стал законодательной базой просветительской деятельности православной церкви и массового крещения мусульман и языческих народов как за время существования новокрещенской конторы, так и последующие годы. В результате в 1741 году произошел качественный скачок в миссионерской деятельности. Количество крещенных за один год возросло в 30 раз и достигло 9159 человек. Дмитрий Сеченов первым поставил вопрос о массовом строительстве церквей в селениях новокрещенных. По его личной инициативе началось строительство деревянных церквей в количестве 30 штук не только там, где жили новокрещенные, но и там, где креститься не пожелают. Характерно, что среди крещенных татар мусульман было немного, особенно в сравнении с языческими народами. Такая ситуация заставила принять новые меры, которые способствовали бы активному крещению татар-мусульман. Именно нежелание татар принять православие, а также значительная роль в этом вопросе мусульманского духовенства
привели к принятию решения о разрушении мусульманских мечетей. Кроме того, мечети рассматривались как опорные пункты агитации против русских завоевателей, центра сепаратизма. Синод 10 мая 1742 года принял решение, имеющиеся в Казанской и прочих губерниях татарские мечети, которые построены после запретительных о том нестроении указов, где б оные не были, все сломать без всякого отлагательства и впредь строить не допущать и позволения в том не давать. Всего в период с 1742 по 1744 годы в Казанском крае было разрушено 418 мечетей из 536. Энергичная просветительская деятельность управителя Новокрещенской конторы архимандрита Свияжского Богородицкого монастыря Дмитрия Сеченова была достойно оценена, и он указом императрицы 1 сентября 1742 года был назначен архиереем Нижегородской епархии. Он и на Нижегородской земле продолжал активную миссионерскую деятельность, которая давала реальные результаты. Количество крещенных возросло значительно. Появились даже целые волости, в которых кроме татар некрещенных инородцев не было. Так, в октябре 1744 года в Ордатовской волости, в которой было 84 деревни, все до сущего младенца крестились, и некрещенной мордвы уже ни одного человека не осталось. Массовую христианизацию поволжских иноверцев продолжил Сильвестр Главатский, ставший третьим управителем Новокрещенской конторы и архимандритом Свияжского Богородицкого монастыря. По инициативе Новокрещенской конторы или Казанской губернской администрации указом Синода или Сената определялись новые или подтверждались старые привилегии новокрещенным. 8 сентября 1743 года указом Елизаветы Петровны были снова подтверждены преимущества магометанам за восприятие греко-российского исповедания. В 1748 году мурзы и служилые татары в случае крещения освобождались от корабельной работы, которая открывала лашманам возможность избавления от изнурительной работы по заготовке леса. Данное решение привело к тому, что основными работниками адмиралтейской конторы стали мурзы, служилые и сачные татары, так как приписанные к конторе языческие народы путем крещения получили освобождение от выполнения этих повинностей. Анализ законодательства в годы массовой христианизации показывает, что доля указов религиозного характера от всей массы законодательных документов о татарах в 1740-49 годах составил 45% всех правительственных постановлений. В 1743 году в разгар насильственного крещения перешли в ислам 33 чуваша, а 26 чувашских женщин вышли замуж за татар и также приняли мусульманство. Узнав об этом, Казанская губернская канцелярия повелела обрезанных чуваш увещевать к крещению, а в случае отказа бить их нещадно плетьми при депутате от Новокрещенской конторы. По этому случаю призванные основными виновниками перехода чувашей в ислам 16 татар-мусульман были сосланы в Сибирь навечно. Одним из самых эффективных средств давления на инородцев в деле святого крещения стало использование государством льгот по освобождению от рекрутской повинности. Рекрутчина для простых людей стала таким тяжким бременем, что реальной надежды на освобождение от армейской службы и возвращение рекрута в родные края практически не было. Родные и близкие, провожая молодых парней в царскую армию, прощались с ними навсегда, так как срок службы в российской армии не был еще ограничен каким-либо сроком. Только полная потеря дееспособности вследствие ранений или увечий давала им право на возвращение в среду своих односельчан. В этом контексте количество крещенных мужчин было значительно больше женщин. Так, в 1744 году среди 139 крещенных татар было всего 14 женщин, в 45-м, соответственно, 159 и 26, в 46-м 184 и 37. В дальнейшем такая тенденция сохранилась, хотя доля женщин среди крещенных татар несколько возросла. Таким образом, за 7 лет было крещено 277 326 человек, в среднем 39 618 человек ежегодно. Это наивысший показатель за все годы массового крещения
Результат настойчивой деятельности новокрещенской конторы под руководством Сильвестра Гловацкого по христианизации иноверческих народов Поволжья. Сильвестра Гловацкого на посту управителя новокрещенской конторы 7 февраля 1750 году заменил Евмений Скаловский, который и стал последним руководителем конторы, занимая этот пост более 14 лет. Основную инициативу по христианизации иноверческих народов взял в свои руки казанский епископ Лука Конашевич, один из любимцев покойного Феофана Прокоповича, известный в татарской народной памяти как Аксак Каратун, хромой черноризец. В своей ревности к обращению иноверцев он подходил даже до крайности и насильно брал инородческих детей в свои школы, устроив в татарской слободе в Казани 2 церкви и завел там крестные ходы. В селе Болгарах сломал остатки древних зданий, считавшихся у мусульман священными, и сильно раздражал против себя всех некрещенных татар. В этот период имели место отдельные случаи насильственного крещения. Так, в начале 1760-х годов в деревне Белая Гора Азычева Казанского уезда Ногайской дороги прибыла миссионерская команда в составе попа Иванова, новокрещенных Степанова и его брата Лукина. Ее сопровождали 2 солдат из новокрещенской конторы. Миссионеры насильно крестили 12 человек, в том числе татарку Айткулову и ее малолетнего сына. Айткулову били плетьми и насильно привели к мельнице, и там она с сыном были попом в неволе окрещены. В окрестных деревнях в новую веру обратили татар их жены малолетних детей. Степанов и Лукин, однако, утверждали, что татары крещены по желанию. 30 марта 1761 года Сенат запретил некрещенным инородцам куплю и продажу земли, а 20 октября 1761 года еще раз подтвердил, что за малое воровство в ссорах, драках, за принятие веры греческого исповедания из-под караула учинить свободными, и что им те вины отпущены за принятие веры греческого исповедания. С приходом к власти Екатерины II намечается поворот в религиозной политике государства, существенной чертой которого было изменение отношений к исламу и его приверженцам, прежде всего к татарам. Инициатором этого длительного, противоречивого, во многом болезненного процесса выступила сама императрица. Свое отношение к религиозной проблематике Екатерина II впервые публично выразила в речи на общей конференции Синода и Сената 15 сентября 1763 года. Здесь она сформулировала идею отмены государственной религии и полной свободы вероисповедания, веротерпимости внутри православия. Естественно, такая радикальная постановка вопроса не получила полной поддержки со стороны членов Синода, которые просили императрицу забыть о свободе вероисповеданий. О причинах изменения политики Российской империи Екатерины и событиях тому предшествовавших мы обязательно поговорим в будущих выпусках. Так, 1762 год можно считать завершением этапа христианизации, однако по итогу можно говорить только о количественной стороне процесса, поскольку, по замечанию Знаменского, миссионеры успевали только крестить их, научить же вере не могли. За 30 с небольшим лет деятельности новокрещенской конторы из числа нерусских народов Поволжья и Приуралья в православие было обращено 362 420 человек. Если на первом подготовительном этапе в 1731-40 годах было крещено всего 2654 иноверца, то с 41 по 45 335 789. Новокрещенская контора с 1741 по 64 год должна была получить денег на общую сумму 365 тысяч рублей. Они предназначались на раздачу новокрещенным, на строительство церквей, на жалование священнослужителям в новокрещенских приходах, на содержание самой конторы новокрещенских школ, служащих на канцелярские расходы и так далее. Однако из положенной суммы контора фактически получила менее половины – 160 923 рубля.
крещение одного иноверца обошлось к казне в 45 копеек, что значительно ниже показателей 30-х годов, когда аналогичные расходы на крещение составили более 3 рублей. За время массовой христианизации было крещено 12 699 татар. Подавляющая часть из них, 9548 человек, была обращена в православие в 1748 по 55 годы. По мнению белгородского епископа Иоанна, это был, пожалуй, первый крупномасштабный наглядный пример того, что, применяя силу, нельзя приобрести единоверцев и единомышленников, решить сложные проблемы религиозного противоборства. Основная причина сохранения большинством мусульман региона традиций религиозной идентичности состояла в том, что для них исламские ценности оказались неприходящими, в силу чего христианизаторская политика российского государства порождала стойкое сопротивление. К тому же привилегии, которые полагались крещенным, вызывали у мусульман не только отрицательные эмоции, но по существу сформировали негативное отношение к крещенным соплеменникам, как к людям не только изменившим в вере, а ущербным, имеющим незаслуженные преимущества. Православные миссионеры были убеждены в превосходстве своей религии. Однако у мусульман на этот счет было собственное представление, и они смотрели на православных как на представителей отсталой, архаической религии. По мнению Садура, сам обряд крещения без достаточной подготовки воспринимался ими как чудачество служителей православия, платящих деньги за согласие лезть в воду. Странным представлялось и христианское понимание Бога, единого в 3 лицах. Кроме того, совершенно непонятна была история с распятием людьми всемогущего Бога, а крест казался символом его унижения. Языческим является для мусульманина и поклонение иконам, поэтому изображение Иисуса Христа в облике татарина на знаменитых пермских иконах вызывало возмущение. Тем более у мусульман не было сомнений, что Иса аль-Масих, арабское обозначение Иисуса Христа, один из пророков, великий врачеватель, не был ни татарином, ни тем более Богом. Позднее идеолог просвещенного миссионерства среди татар-мусульман Эльминский отметит, что большинство татар упорно остается в мусульманских заблуждениях. Малая часть приняла священное крещение, но и та или бессознательно, или равнодушно хранит церковную обрядность, не проникая в смысл и существо христианской веры, или даже в слепой заботливости о своем спасении тайно или явно отпадает от истины ко лжи. Массовая христианизация нерусских народов региона, носившая насильственный, принудительный характер, породила свое отрицание. Светская и духовные власти должны были пойти на изменения ими же сформулированной и осуществляющейся религиозной политики. Результаты многих из тех изменений мы видим и по сей день. Но об этом в будущих выпусках «Татары сквозь время». Друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и подписывайтесь на наш канал. С вами был Ренат Хабибуллин. Ассаламу алейкум, сауб, до новых встреч. Пока.